yaman bölünü, oşunlu gözünün yaşı tövülü, Kazkaldak denen kaynanmış, kayrılmay uçan taladan, korkup Традиционный сюжет эпоса «Манас». Из всех вариантов эпоса вариант Саякбая Каралаева выделяется тем, что в его исполнении записана полностью вся трилогия эпоса «Манас». Традиционный сюжет первой части трилогии эпоса «Манас» состоит из ниже следующих эпизодов: рождение и детство Манаса, юные годы Манаса и его женитьба на Хануке, великий поход и смерть Манаса. Первая часть называется «Рождение и детство Манаса». Этот эпизод начинается с изложения родословной Манаса, после чего описываются следующие события: совещание кыргызских старейшин, аксакалов, о том, как избавиться от гнета китайцев, нападение на кыргызов китайского хана Алоокия, выступление 8 братьев во главе с отцом Манаса Джакопом против китайцев, вторичное нападение Алоокия и расселение кыргызов по разным частям света. Далее описывается жизнь Джакопа на Алтае, рождение и детские годы Манаса, его первое сражение с калмыками, затем с войском китайцев, отъезд Манаса в Среднюю Азию. Вторая часть называется «Юные годы Манаса и его женитьба на Ханаке». В этом разделе сказитель объединяет все события вплоть до Великого похода, а именно приезд Манаса в Среднюю Азию и его встреча с Кошоем, возвращение Манаса на Алтай, поход китайцев против алтайских кыргызов, начатый во время отбывания Манаса в Среднюю Азию, и разгром китайцев Манасом с помощью Кошоя и Айкоджо, поход Кошоя на Кашгар, назначение Конурбая командующим китайской армией и подготовка похода китайцев против кыргызов, переезд Манаса в Талас, его уход от отца, приобретение боевого коня Акулы и 6 мечей, встреча с Бакаем, приход к Манасу воинов 40 чоро, сражение с казахским ханом, оканчивающееся победой Манаса, война с китайским ханом Алоокия и избрание Манаса ханом, война Манаса с афганским ханом Шоруханом и его женитьба на его дочери. Далее рассказывается о воинственных планах Конурбая. Потом излагается история Акбалты и Чувака, поход Чувака в Бухару. Раздел заканчивается описанием женитьбы Манаса на Ханаке. Согласно родовому обычаю, следует иметь также законную жену, которая взята по всем правилам. Ее выбрали родители, за нее уплачен калым. Манас посылает Бакая посватать Ханаке, дочь хана Тимира. Тот отыскивает город, где живет невеста. Бакай возвращается с выдвижением взаимных условий, а затем отправляется сам Манас. Следует торжественная встреча, но Ханаке отказывается выходить к жениху. Манас врывается во дворец, избивает слуг, оскорбляет невесту. Он охвачен яростью, на которую невеста сначала отвечает холодностью, а затем ранит Манаса кинжалом. Конфликт был улажен матерью невесты, но примирение так и не наступило. Разгневанный Манас приказывает своим 40 дружинникам истребить хана Тимира, его дочь и все население города. Он сам истребляет людей и разрушает город. Беззащитный и покорный Ханаке предлагает мир. В итоге великий Манас женится на Ханаке, а его друг Алмамбет женится на красавице Аруке. Третья часть называется «Великий поход и смерть Манаса». Вступлением к этому разделу служит описание заговора ханов. Раздел состоит из 2 частей. В первой части, кроме боевых эпизодов, излагается история Алмамбета. Во второй части говорится о возвращении Манаса в Талас, его смерти и похоронах, о постройке мавзолея и бегстве Ханаке в Бухару. Этим эпизодом по варианту Саякбая Каралаева заканчивается первая часть трилогии.